Еўрарадыё.фм. Всім прывітанне, гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ўкладаюць іх свае грошы, як заўжды. Юлія Нехай у нашай студыі, рэдактарка bel.biz. Прывітанне, Юлія. Привет. Сённяшняя наша госця гэта Ксенія Шурак. Прывітанне, Ксенія. Привет. Ксенія супрацоўнік стартапа 3DMG, я так разумею, да? Гэта рашэнне для генерацыі 3D-мадэляў, заснаванае на машынным навучанні, і, як я зразумеў з апісання, гэтае рашэнне можа быць цікавае геймдэв-студыям. Ксения, распорядите кроху про ваш проект и про вашу роль в нем. Да, все верно. Наше решение 3D Model Generator создано для того, чтобы помогать 3D-моделерам создавать 3D-модели, соответственно. Да, оно на машинном обучении, и планируем мы начинать работать именно с геймдев-студиями, так как видим сейчас проблему на этом рынке, но также потом мы можем еще зайти на рынок мультипликации и различных рекламных проектов. Вось як зараз гэтую праблему вырашаюць геймдэв-студыі? Ну, я так думаю, што не вы адны яе бачыце, так? Да, конечно. І што зараз яны прадпрымаюць, каб поскорить генерацию моделей? Ну, на данный момент существуют решения, которые помогают генерировать модели. Это достаточно известные 3D Max, Blender, может быть, вы даже слышали о них. Вот, да. Вот. И существуют еще 3D-моделеры, которые непосредственно работают в этих системах. Но в чем особенность, что все равно для получения результатов нужны порой недели, например, если мы говорим о гуманоидной модели, потому что функционал достаточно сложный в этих программах. Мы же хотим упростить процесс создания контента и помочь именно геймдев-студиям в этой проблеме. Я знаю, что у вас есть такие, в общем-то, планы оптимизировать этот процесс в 8000 раз. Расскажите, каким образом это возможно, почему именно 8000 раз? Да, это интересный вопрос. В общем, как мы эту цифру вывели для себя. Изначально мы планируем, что генерация в нашем решении будет происходить очень быстро. То есть наша система, из-за того, что она основана на машинном обучении, будет распознавать исходную модель, сегментировать ее и выдавать уже несколько вариаций одной модели в течение 10 секунд. Соответственно, мы взяли для себя определенное время генерации одной модели. Ну, в среднем для черновой модели может хватить даже и дня. Мы проводили опросы. Поэтому мы просто взяли количество секунд в одном дне, посчитали, что наша система будет генерировать модель за 10 секунд и вывели эту цифру. Вы сказали гуманоидная модель. Да, что это такое? Это значит человекоподобная модель. Мы хотим начать работать именно с этими моделями, потому что они занимают большее количество часов на генерацию у 3D-моделеров. И уже после того, как мы научимся работать даже с такими сложными моделями, там генерация домов для нас вообще не составит никакой проблемы. Ну, домы, насколько я разумею, не рухаются, ну, звычайно, у гульнях. Вось. Да. А люди рухаются, правильно? Да, и это складанность. Да, кроме того, потом мы еще хотим добавить функцию анимации и, соответственно, тоже анимировать гуманоидных персонажей. Но вы, получается, поможете художникам или же можете даже их заменить? Ну, на данном этапе мы все-таки нацелены на то, чтобы помогать художникам, просто чтобы сократить, скажем так, рутинные задачи, потому что все равно есть на данный момент все равно есть какие-то вещи, которые, например, связаны с уникальными персонажами, которые, возможно, наша система пока не сможет повторить. Поэтому мы пока просто как помощник моделерам. В дальнейшем посмотрим, может быть, будет возможна и полная автоматизация этого процесса. То бок гаворка про тое, каб нехта стварае персонаж, а ваше рашэнне вучыць яго рухацца там натуральным чынам, да? І робіць гэта вельмі хутка на базе того, что чаму яе навучылі вы. Это еще и машинное навучание. Да, но вот этот именно процесс анимации, который вы рассказали, он будет уже потом в дальнейшем сделан. Наш первоначальный этап, что мы хотим сделать, мы хотим помочь создавать вариативность моделей. То есть, например, человек, 3D-моделер, загружает свою модель в нашу систему, мы ее анализируем, и уже выдаем другой результат. Например, если человек захотел сделать свою модель с другими конечностями или немного другой формы, то все это мы сможем сделать и выдать несколько вариантов.
Круто. А расскажите вот подробнее, как вы используете машинное обучение, какой точности вам удалось уже добиться? Ну, на данном этапе мы еще находимся на процессе сбора базы данных и решаем, каким именно путем нам все-таки пойти, как оптимизировать все процессы, чтобы ускорить создание MVP. Вот. Но мы надеемся, что все-таки это будет, конечно, более точная выдача данных, но, скорее всего, это уже будет на тот момент, когда мы дойдем до большого количества именно сбора данных. Так как у нас пока база данных не настолько велика, мы просто начнем обучать нашу нейросеть, и уже, опять-таки, с ростом базы данных точность будет увеличиваться. Ну, какие у вас результаты вот появятся, на ваш взгляд, через сколько? Но мы планируем в сентябре уже сделать наш MVP и показывать уже первые результаты по генерации моделей. Да, возможно, там у нас будут артефакты, возможно, у нас будут неточности, но сейчас мы хотим именно добиться вообще создания самого, довести до конца создания самого MVP и уже дальше делать наше решение более точным. То бок вы вырашылі загубіць сваё лета, Да. потому что калі ў верасні у вас будзе MVP, давайте, дарэчы, патлумачым, што такое MVP. Можам мы, гэта нейкая прамежкавы стан проекта у паўгатовасці. Ну, минимально готовый продукт. Мінімальна гатовы прадукт, які можна прэзентаваць. Ксенія крута распавядае нам, дарэчы, пра тэхнічныя рэчы, хаця, наколькі я зразумеў, яна сама адказвае за маркетинг і камунікацыі ў гэтым стартапе. Вось, таму, магчыма, мы нават распыталі яе крыху глыбей, чым варта было пра тэхналогіі. Вось распавядзіце, што ў такім праекце робіць маркетолог? Вось яго задачы на дадзеным этапе, да, ну, так. У нас уже просто был, я прошу прощения, в гостях маркетолог компании Wannaby, и Даша, она интересным образом охарактеризовала свою функцию в команде. Вот расскажите, как, в чем у вас она состоит? Наверное, на данном этапе это все-таки качественная валидация идеи и сбор информации, потому что когда только запускаешь проект, необходимо очень хорошо проанализировать рынок и собрать информацию со всех возможных и невозможных источников, потому что, насколько в интернете вот я заметила, очень много данных, они действительно в закрытом доступе и стоят каких-то баснословных денег. Поэтому, да, на данном этапе я занимаюсь именно валидацией идеи, коммуникацией с 3D-моделерами, собираю интервью, опять-таки анализирую всю эту информацию и уже тоже составляю вместе с моей командой предложения, например, по бизнес-модели, потому что тоже это все-таки важно понимать на данном этапе проекта. То есть такая больше аналитическая деятельность сейчас происходит. Накіраваная ўнутр кампаніі, атрымліваецца, а не на знешнія камунікацыі. Пока что да. А сколько вообще сейчас человек в команде и кто эти люди? Да, в нашей команде сейчас 3 человека. У нас всего 3 кофаундера. Владислав и Владислав, один из которых наш CEO, управляющий директор, и второй Владислав CTO. Ребята с очень хорошим опытом по технической части. Влад, который наш CEO, имеет опыт работы с машинным обучением, и мы считаем, что это наше ключевое преимущество. Также одна особенность нашей команды в том, что у Влада был опыт работы в разработке игр. И они сами выигрывали с его командой раньше хакатоны, поэтому действительно для нас это сейчас очень полезно. И еще Влад, который наш CTO, тоже имеет экспертизу в искусственном интеллекте. Он закончил в этом году университет по специальности искусственного интеллекта, работает тоже в компании IBA разработчиком. Собралась на самом деле очень классная команда, и то, чего мы смогли достичь за относительно небольшой период времени, я считаю, это действительно очень колоссальный труд, и очень рада, что именно такая команда у нас. А як-небудзь адбываюцца камунікацыі вось з тымі геймдэв-студыі, якія мяркуюцца кліентамі? Зараз ёсць нейкія стасункі з імі, вы высвятляеце іх патрэбы, не ведаю, як гэта адбываецца? Ці яшчэ рана? Нет, на данном этапе мы уже начали общаться с геймдев-студиями. Тоже... Интервью проводите? Да, мы проводим интервью и получили очень неплохой отзыв тоже по поводу нашего решения непосредственно уже от геймдев-компании, потому что они подтвердили нашу гипотезу о нехватке контента и работы с ним. Да, поэтому уже начинаем активную работу.
Вы ходили на Wargaming? К сожалению, на Wargaming пока не ходили, но, возможно, пойдем. Но у них все-таки немного другая тематика. У нас больше гуманоидные модели. Вот. Но, возможно, тоже контакты с ними будут у нас. То бок сэнс у тым, што беларускія геймдэв-студыі маглі б зараз рабіць нашмат больш гульнявога контента, але ёсць тэхнічная нейкі бар'ер, столь, да, якая не дазваляе. Проста магчымасці апаратныя. Да, І да. тут есть простора для гэтага стартапа. Круто. Давайте поговорим с вами теперь про Имагуру и бизнес-инкубатор. Да? Вось, я так разумею, что ваш стартап является часткой теперь бизнес-инкубатора Demium Startups, який пришел не так давно. Я думаю, что Юля нашмат больш ведае пра гэта ўсё. Вось. Чым дапамагае гэты іспанскі інкубатор стартапу на дадзеным этапе? Вообще, мне даже, если не перебью тебя, Павел, я просто не знаю, сколько у нас времени там еще. У нас ёсць нейкі час да перапынку на навіны і пасля яшчэ шмат часу. Ясно. У нас там что-то показывают, кстати. Это нас там показывают. Да. Я хотела бы уточнить вообще, как вот вы организовались вот эту команду. То есть я знаю, что прежде вы работали в тоже достаточно успешной белорусской компании. Оба Владислава тоже были хорошо пристроены. Как вот они решили сделать стартап? Почему они пошли в Demium? Вот. Ну, на самом деле, все ребята в нашей компании, они достаточно амбициозны. И я думаю, что это все случилось неспроста, то, что мы попали именно в этот инкубатор, как-то вот звезды так сложились, и чем вообще помогает Demium, почему мы собрались вот именно в нашу команду? На самом деле у нас было очень много коммуникаций с другими ребятами из инкубатора, мы проходили много сессий нетворкинга с ними, но после вот 30 сессий нетворкинга ты понимаешь, с какими людьми ты сможешь дальше работать, с какими нет. И вот как раз-таки Владиславы, они очень подошли мне по духу. Мне кажется, что наша команда, она такая очень амбициозная. То есть у нас какие-то такие есть общие цели, которых мы хотим достичь. И вот это вот нас объединяет. Это очень интересное такое замечание, потому что я знаю, вот у Demium Startups есть критики в стартап-комьюнити, и именно вот один из таких пунктов в критике — то, что команда создана искусственно. Вот вы можете привести какие-то примеры челленджей, когда ну, вот вы действительно выкристаллизовались как команда? Да. Ну, наверное, стоит начать с того, что когда мы уже прошли в сам инкубатор, перед нами ставились определенные задачи, которых мы должны были достичь. Например, одно из мероприятий — это был выход в поля. Нам дали деньги, сказали, вам нужно их приумножить. И вот как раз-таки тогда мы были тоже в команде с Владами, и потихоньку мы как-то начали думать, как мы можем эти деньги приумножить. Закупили какие-то там блокнотики в обычных киосках, начали их перепродавать, и в таких ситуациях ты понимаешь, с кем ты действительно можешь работать, а с кем нет, потому что иногда есть боязнь у людей, например, тоже коммуникации с незнакомыми людьми. Но у нас в команде такого не было. Я считаю, это очень важно тоже, потому что когда перед тобой ставится цель, а ты не можешь ее достичь, ты боишься, ты закрываешься в какую-то свою ракушку, ну, тогда мне, например, с такими людьми будет работать тяжело. Я думаю, ребятам, которые в моей команде, тоже. А у нас как-то случилась синергия. То есть мы смогли прийти к результату после вот этого мероприятия. И, наверное, уже на этом этапе я поняла, что да, я хочу работать. Что есть команда. Да. Сябры, нам трэба перарвацца на кароткі выпуск навінаў. Літаральна праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыо. А зараз мы, я просто нагадаю, да, каб тыя, у каго зараз мы яшчэ ў эфіры мелі стымул для того, каб уключыцца ў гэтую размову пасля. Мы размаўляем пра 3D-мадэляванне для геймдэва. У нас у гасцях Ксения Шурак, маркетолог стартапа 3DMG. Перерываемся. Еўрарадыо. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай а 6 і ўвечары а 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradio.fm і euraradio.by. Слухай Еўрарадыо праз спадарожнік Астра 4А.
Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У Міністэрстве адукацыі вызначылі даты вакацыі беларускіх школьнікаў у новым навучальным годзе 19-20. Інфармуе Мінск Ньюс. Увосень адпачынак складзе 9 дзён з 1 до 9 лістапада уключна. Зімой 17 дзён з 26 снежня до 11 студзеня. Веснавыя вакацыі будуць кароткія, толькі 6 дзён з 30 сакавіка до 4 красавіка. Для вучняў першых і другіх класаў прадугледжаны дадатковы адпачынак ад 17 до 23 лютага. ДАІ прапанавала ўвесці градацыю ступені ап'янення і зрабіць больш жорсткай адказнасць за кіраванне аўтамабілем у п'яным выглядзе, распавёў цяперашні начальнік ДАІ Беларусі Дмітрый Карзюк. Першая ступень ад 0,3 до 0,79 праміле алкаголю. Для гэтай катэгорыі парушальнікаў павялічыць штраф да 100 базавых велічыняў, раней ад 50 до 100. Тэрмін пазбаўлення права кіравання аўто той жа 3 гады. Другая градацыя ад 0,8 праміле і болей. Тады ўжо штраф у 200 базавых велічыняў і пазбаўлення правоў на 5 гадоў. Гэта ўзмацненне жорсткасці мы згаднілі з усімі ведамствамі, якія зацікаўленыя ў пытанні. Пры перапрацоўцы кодекса, я думаю, гэтую норму мы ўнясем, сказаў начальнік ДАІ. Дату і месца пахавання расійскіх падводнікаў, што загінулі ў Баранцавым моры, паведамляць публічна не будуць, пахаваюць іх у Петербургу. Пра гэта піша Фонтанка без указання крыніцы. Верагодна, на серафімаўскіх могілках, дзе пахаваны экіпаж падводнай лодкі «Курск». Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, як заўжды. З намі рэдактарка bel.biz Юлія Няхай. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Добрый день. І наша гостья гэта Ксения Шурак з 3DMG. Прывітанне яшчэ раз, Ксения. Привет. 3DMG занимается пошукам рашэння для генерацыі 3D-мадэляў, заснаваным на машынным навучанні. Гэта будзе карысна для геймдэв-студый, якія, як мы высветлілі ў першай частцы, маглі б ствараць больш гульняў, яшчэ больш гульняў, але ёсць тэхнічная столь тэхналагічная, якая мне дазваляе. 3DMG збіраецца зрабіць больш хуткай генерацыю мадэляў у 8000 разоў, як гэта было. Мы абмяркоўвалі раней, а зараз мы вырашылі абмеркаваць удзел стартапа ў інкубатары Demium Startups. Я так разумею, прыйшоў час. Да? І тое пытанне, якое я задаў, але на якое яшчэ вы не адказалі, Ксения, так што ж там адбываецца ў гэтым Demium Startups? Ну, на самом деле, Demium очень помогает стартапам на первоначальных этапах развития проектов. Что мы получили как стартап, безусловно, это методология. У нас есть программа, расписанная на месяцы вперед, где мы поэтапно выполняем все рекомендации, и у нас есть определенный KPI. Это помогает, потому что ты начинаешь действительно очень быстро работать. Когда перед тобой стоит конкретная цель, тебе должен быть конкретный результат, у тебя уже нет времени просто сидеть дома и пить чай в свободное время, правильно? Добре, что есть час на то, как прийти в студию Еўрарадыё и поудзельничать у стартапницы. Ну, а вы сами себе не поставили бы такие же KPI, ці нават больш жорсткие? Наверное, возможно, что и нет, потому что у меня, например, не было опыта построения стартапов. Именно Demium помогает навести в порядок в голове, понять, что же выполнять и какими этапами в первую очередь. Потому что когда у тебя нет опыта построения своего бизнеса, это достаточно тяжело действительно отделить самое главное и выделить для себя, над чем же начинать работать. Ну и во вторую очередь хочу сказать, что Demium — это, конечно же, нетворкинг. Мы познакомились с очень большим количеством людей, которые дают нам очень интересные фидбэки по нашему решению, и теперь мы знаем, что же нам
улучшить в нашем проекте, к чему нам стремиться дальше. Это действительно очень классно, и не знаю, где бы еще в Беларуси я бы смогла за такой небольшой промежуток времени получить такой качественный нетворкинг. Ну, можете рассказать подробнее, вот как вы работаете с менторами, какие вам задачи ставят, вот примеры KPI. Помнишь, у нас в гостях была Алина, вот она рассказывала, какие, допустим, поставили собрать за день, сколько, 800 тысяч? 500 заявок за день. 500, да, провести інтерв'ю, 500... І у яе, здаецца, было 200, але пасля яна даведалася, што яе проста выкінуць з яе інкубатара, калі яна не збярэ. І взялася набрала і 800, да. Да. И на я такие, молодец. Потом еще обработала их. Вот, то есть какие у вас примеры KPI и вот как вы выходили из зоны комфорта? Ну, на первоначальных этапах у нас KPI были касательно нашей стратегии, менеджмента, это построение Lean Canvas, проработка менеджмент-стратегии. То есть это все такое основные планы, да, которые должны быть у стартапа и понимание дальнейших шагов. Но, например, у нас тоже были KPI по интервью. У нас, конечно, не было 800 интервью, у нас было 60 интервью, но все равно это такой челлендж, особенно когда ты занимаешься не только сбором интервью, а еще и там анализом и разработкой, то это, конечно, тоже тяжеловато. Да, тоже количественные у нас показатели, безусловно, есть, и также как пример могу привести, например, создание лендинга, KPI, то есть за неделю тебе нужно создать лендинг. Ну, то есть это такие вещи, которые обязательно должны быть у каждого стартапа. А работа с менторами, вот кто у вас менторы? Менторы збольшага беларускія. Менторы есть разные, не только белорусские, также есть и иностранные менторы. Например, у нас есть в нашем инкубаторе ментор Хуана. Да, он работает в Беларуси, но сам он из Испании. И очень интересно тоже было нам с ним коммуницировать, потому что мы рассматриваем различные рынки для работы нашего стартапа. Это не только белорусский или западный рынок, но также мы смотрим и на восток, и он нам дал очень полезные советы, потому что у него был опыт построения бизнеса в Китае. И действительно, это очень классно, когда ты можешь прямо из уст в уста получить информацию и у человека с опытом. Ну, что вам посоветовал, например, в плане выхода на рынок, вот ЕС, например, и Китай? Ну, один, наверное, из самых главных советов, который он дал, не идти на рынок Китая, когда еще проект на самой ранней стадии, потому что китайцы, они могут все очень быстренько и красиво сделать сами, если они уже знают просто какое-то ключевое решение, какие-то секретики вашего решения. Поэтому сначала мы будем разрабатывать наше решение, доводить его до ума и не раскрывать тайны основные. И уже потом, когда решение будет готово, тогда уже можно идти на китайский рынок. Но на первоначальной стадии это достаточно опасно. А вообще у вас какие планы вот, в плане экспансии? Мы хотим начать работать с рынком западным, это все-таки рынок Америки, потому что там 4000 компаний, которые занимаются геймдевом, и также там очень хороший рынок малых бизнесов, там 2000 компаний. Это непосредственно та аудитория, с которой мы хотим начинать работать, потому что с ними коммуникацию будет наладить намного проще, чем с крупными компаниями. Вот. Но в дальнейшем, конечно, можно еще рассматривать рынок Китая, потому что рынок Китая находится в топе по вообще игрокам. Там достаточно большая онлайн-аудитория и игровая аудитория. В Америке, конечно, меньше. А что вот, получается, сейчас из себя представляет ваш MVP? Что вы планируете в него добавить? И как вы сейчас видите свою модель монетизации? Ну, вообще наш MVP будет готов в сентябре. На данном этапе мы делаем нашу нейросеть, которая будет понимать гуманоидные модели или не гуманоидные, и потом уже после этого этапа мы сможем начать генерацию моделей. Вот. В плане монетизации мы планируем работать не только с B2B рынком, но и с B2C рынком. Это будет рынок 3D-моделеров, для которых мы будем разрабатывать наши решения, 3D-моделеры-фрилансеры. То есть не все же 3D-моделеры работают в геймдев-студиях, некоторые из них сами как фрилансеры тоже моделируют, поэтому с B2C тоже будем работать. Ну, какой вы видите будет все-таки бизнес-модель? То есть это фримиум или вот как? Да, у нас бизнес-модель фримиум. Мы предполагаем, что в бесплатной версии пользователи смогут скачивать до 10 моделей. То есть, например, они загрузили к нам свою модель, мы ее обработали, вот 10 моделей в месяц они бесплатно могут скачивать. Потом у нас уже будет премиум-пакет, который будет стоить $1000. В этот пакет будет входить 500 моделей, которые пользователи могут скачать в месяц. Но на самом деле мы
еще пока находимся на стадии проработки нашей бизнес-модели. Это не окончательный вариант. Возможно, мы добавим еще несколько пакетов, чтобы у пользователя было больше вариативности, чтобы, например, он не ограничивался только 10 или там, 500 моделями, а возможно, чтобы у него было как-то больше разнообразия. Давайте я тут уклінюся і патлумачу, што фрэміум гэта такая бізнес-мадэль, якая спалучае ў сабой у сябе і свабодныя бясплатныя усталёўкі, і гэта першая частка, да, free, і усталёўкі платныя прэміум пакета для прэміум карыстальнікаў, і адсюль другая частка мінімум, атрымліваецца free плюс прэміум равно фрэміум. Да? Але гэта, я вот так разумею, што то бок для фрилансераў вось гэтая свабодная усталёўка невялікай часткі функцыянала, а для кампаній гэта ўжо прэміум карыстання. Мне здаецца, не крыўдны для фрилансераў, да? Ну, бо яны ж вырашаюць адны і тыя ж задачи, в принципе, да. На самом деле здесь актуальный вопрос с авторскими правами. Вот на мероприятии, которое было недавно организовано Demium Startups, этот вопрос поднимался. То есть если, допустим, фрилансер делает модель, и потом фрилансер в другой стране делает точно такую же модель. То есть вот... Як вы гэта плануеце вырашаць? Ну, мы предполагаем, что наша система будет работать таким образом, что она не будет выдавать никогда одинаковый результат. Это в первую очередь. Во-вторых, да, обучать наши модели мы будем на исходниках наших фрилансеров, мы будем это включать в наше соглашение. Вот. Но тоже мы будем перерабатывать полностью модели, и за счет сегментации мы будем добиваться того, что на выходе никогда не будет одна и та же модель. То бок усе мадэлі, якія распрацоўвае 3DMG, яны будуць заставацца у, ну так бы мовіць, базе, у памяці, так, і яна не будзе, гэта сістэма, выдаваць такую ж зусім мадэль. Мне это нагадвае тое, як фотографы звычайна выходзяць з палажэння, калі трэба фота з аднаго і таго ж мерапрыемства прадаць 10 розным выданням. Да, вось яны дасылаюць такое, але знятае на чвэрць секунды пазней, да, і яшчэ адно, і яшчэ адно, і яшчэ адно. Усё ж такі яны будуць падобныя, і мне здаецца, што часам людзі не змогуць, ну, для мадэлі, для стартапа, для машыны гэта будуць розныя мадэлі, а для чалавека аднолькавыя. І тут магчымыя канфлікты сапраўды. Я думаю, что этот вопрос мы еще будем прорабатывать, безусловно, потому что пока еще такая достаточно ранняя стадия проекта, но мы будем возвращаться к этому вопросу. То бок, у прынцыпе, тэарэтычна выйсце ёсць. Да, безусловно. Я думаю... Ну, тут момент, наверное, а вот вообще, как специалисты говорят, какой процент изменений он считается адекватным для того, чтобы мы уже говорили о принципиально новом продукте? То же самое, как, например, журналист, он может написать один и тот же текст, но он может поменять лид, заголовок, немного структуру, и уже вроде как... Мне здаецца, это так суб'ектыўна. І зноў жа, мне здаецца, што з гледзяшча заканадаўства нават мінімальны працэнт зменаў ужо сведчыць пра тое, што перад намі новы прадукт, і я ж кажу, з чыста юрыдычнага гледзяшча ніякіх праблем, калі сапраўды сістэма навучаецца і не выдае такі ж самы вынік, іх не будзе. Але вось гледзяшча карыстальніка, які бачыць, ну, амаль аднолькавыя там да дэталяў, да, вось тут могуць узнікаць пытанні. Да, но тоже вот будем прорабатывать, но что интересно, что все равно потом планируется доработка наших моделей в уже других программах, так как мы будем все-таки работать, скорее всего, как плагин в 3D Max, в том же Maya, и поэтому эти вопросы, я думаю, уже можно будет конкретно там слегка доработать. Каким вы видите экзит? То есть, ну... Я, в принципе, давайте по чарзе. Вы глядзіце, Demium Startups, гэта ж таксама на нейкі час, да? То бок, вось што будзе, калі скончыцца ваш перыяд знаходжання ў гэтым інкубатары? После этого мы планируем продолжать работу. У нас уже расписан roadmap до лета следующего года. То бок, гэта будуць іншыя інкубатары ў іншых месцах, ці... Мы тоже думаем на этот счет, смотрим инкубаторы в Америке, но пока что это еще у нас все так в планах. Но у нас есть список функций, которые бы мы хотели реализовать, и мы сейчас общаемся тоже со специалистами, какие из них реализовывать первыми, какие в следующую очередь. Вот. И мы будем продолжать работать, у нас все расписано уже. А Demium, он не забирая некую долю, он берет да? долю. Берет. Сколько он берет долю, напомните? 15%.
А мне кажется, что это немало. Немало, да. Но Теперь у вас есть 4-й фаундер, можно так сказать. да, на самом деле, я думаю, что поддержка от инкубатора, она будет и в дальнейшем. То есть я думаю, что все равно те коммуникации, которые у нас сейчас выстраиваются, они будут продолжаться далеко в будущем. То есть не в рамках полугода, а, возможно, на весь цикл проекта. А Деми помогает вам с какими-то партнерскими активностями, знакомиться с корпорациями, что-то в этом духе есть? Да, активно помогают. Але не з варгеймингом пакуль што. Ну, я думаю, что с ними мы в скором времени свяжемся, но да, действительно, очень активно нам помогают связываться с компаниями. Ну, с какими, например? Ну, например, мы связались с сетевой компанией «Маскарад». Вот, и это было действительно очень полезно узнать его фидбэк. Вот, то есть это достаточно разные контакты, но... Мне здаецца, што прыйшоў час да пытання, якое Юлія задала, але з якога я звярнуў, да, мы ўжо зразумелі, што на бліжэйшы год экзіта не плануецца, таму што распрацаваны роудмэп, так? Вось, якім вы бачыце экзіт, калі, хто вас будзе набываць, ці застанецеся вось вы асабіста, напрыклад, у камандзе, калі стартап стане часткай нейкай вялікай корпорации? На самом деле мы пока рассматриваем несколько вариантов. Это не обязательно может быть экзит, хотя на самом деле мы изначально планировали делать экзит, но тоже, смотря на наш roadmap, через год это точно будет невозможно, потому что продукт может получиться очень классным, действительно, очень может помочь 3D-моделерам, поэтому если уже планировать экзит, то хотелось бы, наверное, через несколько лет это сделать, может, через года 3-4, и будем рассматривать различные варианты, гейм-корпорации, которым это может быть действительно очень интересно и полезно. Да и не только, в принципе, мультипликация тоже, возможно, кого-то заинтересует. Но и рассматриваем второй вариант, это непосредственно работать над проектом в дальнейшем и развивать его. Ну что, я думаю, что вычерпали. Мне здаецца, што мы ад пачатку да заканчэння, да, ад таго, як нараджалася каманда і ідэя, да нейкага гіпатэтычнага, ўсё ж такі пакуль праз 3-4 гады, але экзіта абмеркавалі шлях стартапа 3DMG. Мне здаецца, было шмат класнага ў гэтай размове, шмат класнага пра тое, як нараджаецца, як сталее маладая каманда, як ёй дапамагае інкубатар, які знаходзіцца, зараз працуе ў Мінску, Demium Startups. Дзякуй вам, Ксенія, за гэтую размову. Спасибо. Юлія, дзякуй за тое, што кожны тыдзень прыходзіце і задаеце добрыя пытанні, а я вас толькі перабіваю. Вось, але ладно. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне, наступная стартапніца праз тыдзень. Пачуемся. Еўрарадыё. Лавіна з кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радіорація 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.